Шардамта в переводе означает «многое лето». Знаменитая абхазская народная песня. Название хорового фестиваля, по словам организаторов, было выбрано не зря. Планируется, что он будет долгие годы жить и развиваться, привлекая на отечественные сцены все больше и больше мэтров и звезд коллективного пения. Концерт открыла Абхазская государственная капелла с песней «Шардамта» как олицетворение рождения фестиваля и его долгого пути. Затем Уральский государственный камерный хор представил зрителям программу «5 веков русской духовной музыки», которая была исполнена впервые и не звучала даже на родной сцене коллектива в Перми. Одна из причин, побудивших организаторов на проведение такого фестиваля – низкий интерес к хоровому пению у подрастающего поколения Абхазии. Проведение ежегодного хорового фестиваля окажет влияние и на уровень исполнительской культуры у местных самодеятельных хоровых коллективов. Камерный хор Московской консерватории представил публике современную духовную, классическую и народную музыку. Одну из русских народных песен солистка хора Мария Челмакина исполнила под аккомпанемент абхазского пианиста Бараса Куджба. Я считаю, что музыкант должен в каждой сфере развиваться, и я думаю, что мне повезло, и я тому рад, то, что мне позволяют и в качестве концертмейстера, в качестве дирижера, в качестве артиста хора выйти на сцену. Я, конечно же, безусловно рад. Я этому фестивалю желаю много лета, чтобы каждый год к нам приезжали лучшие коллективы России, и не только России, Восток. И я думаю, что этот фестиваль поднимет на высокий уровень культурную жизнь Абхазии. И думаю, что это будет очень приятно нам всем. На сцене Государственной филармонии прозвучали также такие знаменитые произведения, как «Ах ты, ноченька», «Белая черемуха», «Катюша», «Калинка», отрывки из литургии святого Иоанна Златоуста, 2 песнопения из «Службы Божья», 2 части из цикла «Слава Пресвятой Троице», произведения Чайковского, Рахманинова, Свиридова. Концерт длился более 2 часов, которые прошли как одно мгновение. От исполнителей исходит такая энергетика, и так выстроен контент программы, что не скучно и не замечаешь, как время летит. Вот эта задача нас, руководителей хоров, правильным образом подбирать репертуар, и так нам завещали наши выдающиеся учителя выстраивать программу, в частности, основатель камерного хора профессор Борис Григорьевич Штевлин, как он скрупулезнейшим образом работал над каждой своей программой. Он по 15-20 вариантов искал, прежде чем он перед концертом находил тот вариант, который бы устроил самую, скажем так, с одной стороны, неискушенную публику, с другой стороны, самую профессиональную, и каждому нужно найти свой подход. По мнению одного из организаторов мероприятия, художественного руководителя Абхазской государственной филармонии Эсмы Дженя, первый международный хоровой фестиваль удался на славу. Я просто сегодня очень счастливый человек, потому что состоялся замечательный гала-концерт. На самом деле, когда мы задумывались о хоровом международном фестивале и пригласили таких достойнейших участников, мы, конечно, очень переживали, справимся ли мы и как воспримет публика. Но все получилось, и несмотря на то, что концерт растянулся, никто не расходился. И мне кажется, что если бы мы еще столько же провели в концертном зале филармонии, к нам только добавилось бы зрителя, но никто бы не оставил этот зал, потому что действительно звучали великолепные хоры, они представили совершенно разные концертные программы, не похожие, и мы получили огромное удовольствие. В рамках фестиваля «Шардамта» слушателям была представлена редкая возможность ознакомиться с именитыми хоровыми коллективами России. Их выступление в нашей стране стало серьезным подспорьем для абхазского профессионального музыкального сообщества и, конечно же, внесло вклад в популяризацию коллективного пения в Абхазии, привитие отечественному слушателю любви к этому жанру музыкального искусства.